На совещании обсудили самый остро стоящий на сегодня вопрос обеспечения населения Нюрбинского района чистой питьевой водой. Сегодня Роспотребнадзор Республики фиксирует на реке Марха превышение ПДК по хозяйственно-питьевым показателям до 2 раз. То есть вода на реке Марха абсолютно непригодна для использования. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину загрязнения реки. Сейчас идет административное расследование Министерством экологии, Росприроднадзором, Росрыболовством и Роспотребнадзором. По итогам административного расследования в установленные сроки мы вынесем соответствующее заключение. А именно, вследствие чего произошло превышение показателей загрязняющих веществ по реке Марха, это природный источник, либо вследствие техногенного происшествия, которое произошло 11 апреля 2021 года. Этот же вопрос обсудили и на республиканском КЧС, на котором руководство района настояло на поиске альтернативных источников воды на территории Нюрбинского района при финансовой поддержке Алроса, а также силами Батобинской геолого-разведочной экспедиции. Силами Батобинской экспедиции акционерная компания Алроса, чтобы были проведены работы по изысканию таликовых подземных вод для обеспечения чистой питьевой водой населения, которое проживает в бассейне реки Марха. Также было предложено полностью финансирование акционерной компании «Алроса» об устройстве этих скважин. Так совпало, что загрязнение реки Марха совпадает с датой техногенной катастрофы на Долдыне. После аварии результаты анализов РИАЦЕМ показали превышение уровня стронция и бромид ионов на реке Долден, которая непосредственно впадает на Марху. Истинную причину загрязнения реки Марха в скором времени озвучат в Министерстве экологии республики. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.